потому что мое сознание резонно, я беру куски отсюда, оттуда, а потом все в результате где-нибудь переплавляю в некие третьи смыслы, о которых я не думаю, потому что я вообще, когда подписываюсь читать какие-то лекции, в том числе где-то в вузах, я делаю это по одной причине. Для меня лекция это, в эпоху интернета, опять-таки, в эпоху того всего, о чем говорила Оксана, невозможно относиться к лекции просто как к пересказыванию того, что можно прочесть в интернете или учебнике. Поэтому для лекции это некое публичное размышление на ту или иную тему. Куда меня выйдет кривая, я не знаю, и когда к лекции не готовлюсь, я всегда к ним готов. Вот, поэтому о названии. Я немножко про название расскажу. Была такая театроведческая конференция лет, наверное, 100 назад, ну не 100, там, 98 год, где она называлась, кажется, «Граница театральности». У меня вот Роза Султанова, которая сюда забегала, зажала этот сборник с этими статьями. И там было две замечательные статьи Елены Гарфункель и Юрия Михайловича Барбоя, где оба, в общем-то, обнажали некую мысль о том, что, ну, всем понятно, да, что режиссура открыла новую драму, да, на рубеже веков появилась режиссура, там Станиславский, все остальные, и они, значит, выявили феномен новой драмы. А там звучала прямо противоположная мысль, что на самом деле сама новая драма способствовала тому, чтобы появился новый театр. То есть утверждалась некая литературоцентричность. Я не буду спорить сейчас ни с тем, ни с другим, не буду высказывать свое мнение по этому поводу. Это не важно. И важно другое, что Станиславский был тем новатором, который новый тип совершенно театра породил и создал некую новую модель театральную, России, так называемый русский репертуарный театр, режиссерский, интерпретационный, который в основном до сих пор мы, что татарский театр, что бурятский, мы все как бы эту систему копируем. Хотя это, конечно, опять-таки некоторая такая операция, если копаться в глубине истории, если действительно честно судить, то такие первыми такой формат театральных предложений немцы и французы, но Россия родина слонов, поэтому как бы у нас это очень акцентировалось именно влияние русского театра. Но действительно, все равно, как ни крути, влияние Константина Сергеевича Станиславского, Владимира Немировича дальше на мировой театральный процесс был шире, глубже и значительнее, нежели, при всем моем уважении, Рейнхарда, Антуана, Брама и прочих, как мне так кажется, на тот момент, разумеется. И вот и возникает тема, кто сегодня, кому, то есть, ну просто вот можно с разного конца, как уравнение, да, вот здесь, я сейчас не утверждаю ничего, точек нет, ни там, ни здесь, да. Знаете, да, в испанском языке ставят два вопросительных знака, обычный в конце и перевернутый в начале предложения. И восклицательный точно так же, мне это очень дико нравится, и я жалею, что я не могу эту раскладку у себя установить, потому что она как-то там путает русскую клавиатуру, русскоязычную раскладку, татароязычную. Вот. То есть явно одно, да, что кто-то кого-то открыл. Либо некий режиссер открыл нового автора, совершенно переоткрыв его, потому что Чехов был известен как беллетрист, разумеется, как автор очерков, как путешественник на Сахалин, как человек очень такой интересной судьбы, до конца, там, до последнего, сочетавший там две, как он называл, жену и медицину, а литературу любовницы, да, и наоборот, на самом деле, тоже как уравнение, туда поставь, сюда ничего не изменится, поскольку и то, и другое правильно, и то, и другое может быть. Вот. Но мы понимаем, что да, Чехов был известен, и даже Евтихий Карпов поставил «Чайку» с Комиссаржевским в 96 году в Александринке. И этот, ну, что я вам рассказываю, вы сами это прекрасно знаете, спектакль провалился, у Чехова была депрессия. Даже вплоть до того, что такие яркие индивидуальности сегодня в нашей этой профессии время от времени проявляются, что думаешь, да уже не важно читать, уже ты можешь не читать некого автора, потому что ты знаешь, вот ты видишь название спектакля, о котором он пишет, ты понимаешь, что он напишет. Это
Может быть хорошо, может быть плохо, может быть это присуще только мне. Я говорю о себе, я не говорю о тенденциях. Мне тенденции не так интересны. Так вот, смотрите, какое дело. Вот, значит, Тихий-Карпов, провал спектакль. Начали изучать театроведы, и да, и доказали, что только самый первый спектакль и пара других, то есть спектакль же игрался, а дальше он обрел своего зрителя. Но никто не описывал так подробно этот спектакль. Всегда как мифами жить проще, понимаете, мифологемами жить проще, в структурной схеме жить очень просто. Чехов, Станиславский открыл Чехова, спектакль в Александринке провалился, петербургская сцена то, это все, понимаете, это как вот первый русский театр 2 года назад, кажется, год или 2 года назад. В прошлом году, значит, Иван Иванович и Иван Никанор Сергеевич решили объединиться. Театр Александринский решил объединиться с Ярославским театром имени Федора Волкова, да, который себе некий слоган выбрал «Первый русский». На самом деле, с театроведческой, с исторической, даже не театроведческой, а с исторической точки зрения, это полный бред, потому что театр в XVIII веке, понятно же, что первый театр не мог не возникнуть в России, ни в Петербурге, ни в столице. Это смешно. Но, тем не менее, вот они очень там яростная была такая покойная, к сожалению, Маргарита Георгиевна Ванишова, которая очень прям патриотна, мы же первый русский театр, да не вы, ну господи, нельзя случаю придавать значение закону. Нет, можно. Ну, вот. И мы живем в мифологеме. Тот первый русский, тот первый русский. Такой был. Начало был актером, значит, органики. Каратыгин был манерной выступки, как написал в своей статье Виссарион Беллинский. Статья называлась «Гамлет», драма Шекспира. И никто а когда начинаешь изучать действительно реальное творчество Каратыгина, всегда в советской театроведческой литературе исторической так две фигуры противопоставлялись. Одна такая народно-демократическая, стихийная, это фигура Мочалова, и такой казарменный, казенный Каратыгин. Но это совершенно не соответствует действительности. Но, к сожалению, в истории именно остаются мифы, мифологемы, и мало кому нравится ковыряться в мясе повременных рецензий, каких-то обрывков, счетов, какой-то. Если вот сегодня сегодня день рождения, кстати, великого, на мой взгляд, совершенно человека, с которым мне посчастливилось познакомиться, дружить, которого я безмерно уважаю. Сегодня день рождения Алексея Владимировича Барташевича, такой шекспировед мировой известности. Так вот, если бы он вам как бы задал вопрос, как однажды задал и мне, но я знал ответ, к счастью. Он, значит, как вы думаете, откуда больше всего шекспироведы, из каких источников шекспироведы черпают знания об эпохе Шекспира, о Елизаветинском театре? Что бы вы мне ответили? Я ответил правильно, из полицейских протоколов, из докладов коронеров. Потому что в Англии это все хранится столетиями. Понимаете, вот когда говорят традиции, вот страна, которая не бьет себя грудь с пяткой и не говорит, что вот мы традиционные, мы такие. Ну, они просто хранят все эти. У нас же что не революция, все сжигают. А Англия прошла череду революций. Понимаете, 1642 год, все театры закрылись, сожгли, разломали пуритане, да, потом реставрация, все, другой театр, совершенно другой модель. Но протоколы коронеров на своем месте. И в частности, из него мы знаем, что, например, знаменитый предшественник Шекспира, создатель вот этого знаменитого белого нерифмованного ямба, значит, драматург Кристофер Марлоу, погиб в драке в публичном доме, убитый, значит, таким, ну это клювец, да, называется, по-русски это клювец, английское я не помню, название сейчас вылетело. Ну, в общем, такой молоточек специальный, боевой, с острием, трехгранным острием. У него ударная сила больше, чем у меча, он пробивал кольчуги и панцири. Ну, то есть, вот, он на 2 дюйма выше левой брови отверстие входное. Да? Вот. Ну, что бы мы делали без этих дотошных и таких подробных полицейских отчетов? Вот. В мясе копаться никто не хочет, всем приятно жить, и поскольку мы сегодня находимся в каком-то центре процесса, я уже сейчас возвращаюсь к нашим баранам,
Для меня очень важно, кто сегодня Чехов, кто сегодня Станиславский, кто сегодня открывает и кто, извините, закрывает новые имена в драматургии. И какие толчки для современного театра и современной режиссуры дают новые пьесы. Кто из современных драматургов мыслит изменениями структуры, а кто всего лишь стили и темы. Вот так все это очень интересно именно сегодня, потому что я глубоко уверен в том, что театр, который замыкается только на классическом репертуаре, сегодня в эпоху кризиса интерпретационного театра, а он налицо. Что такое кризис, да, интерпретационного театра? Театр интерпретации. Все, Чехов переставлен. Сегодняшний, крах интерпретации, причем это концептуальное, абсолютно творческое мировоззрение, художественное мировоззрение такого великого режиссера, как Константин Богомолов, оно доказывает, что все. Ты берешь текст и ставишь все, что попало, кроме этого текста. Уже никакой интерпретации не надо, потому что ты работаешь не просто в сегодняшнюю эпоху метамодерна или там пост чего-то, ты работаешь уже не просто с текстом основным, а ты работаешь с многочисленными его интерпретациями, споришь, вступаешь с ними в спор, посылаешь оммажи, послания своим коллегам из прошлых и нынешних эпох. Все ты уже работаешь вот с этими мифологемами, со сложившимися стереотипами. И вспомните, как в спектакле «Идеальный муж» Константина, он так назывался, просто коммерчески это не продавалось, а вообще Костина идея была назвать этот спектакль «Идеальный муж» Константина Богомолова по пьесе Оскара Уайльда. И там, значит, есть кусками фрагмент, значит, вдруг, Оскар Уайльд, этот спектакль тоже имел очень незначительное отношение, но вдруг в какой-то момент там возникает сцена из «Трех сестер» несколько раз, и там, значит, в абсолютно традиционном психологическом ключе, значит, милые сестры, вот это все, моя душа как дорогой рояль, который кто-то запер, выбросил ключи. Вот эту вот хрень произносят в рамках очень такого яркого, но я не назову это постмодернистского, действительно метамодернистского некого текста театрального. Внутри этого текста существует этот классический текст, который бы на сцене, скажем, не буду показывать пальцем, но на каком-то, пускай Нижегородского академического театра драмы, не вызвало ни у кого никаких вопросов. Он звучит пародийно, смешно, а что, собственно, происходит? Потому что он обрамлен вот совершенно другим по смыслам, по подаче, по жанру текста. И кажется, какая глупость это вообще. Как сегодня это можно ставить, как к этому можно обращаться и ставить это в костюмах, ставить это всерьез, ставить это как будто это происходит здесь и с нами. Уже нет таких сестер Прозоров. И, возможно, их никогда не будет. Или нужно быть таким, который до тебя никто не вытащил. Но таких мастеров интерпретации, извините, вот упоминаемый здесь, например, Женовач, он иногда может вытащить, но, например, Желудок, тоже упоминаем здесь, он в принципе не ставит перед собой такой задачи. Это действительно режиссеры абсолютно разных типов, двух вселенных, двух мировоззренческих практик. И это не хорошо, не плохо. Опять-таки, если мы говорим не только о себе, а еще о неких тенденциях, вот как можно относиться к тенденции? Невозможно ее ругать, потому что это что-то меняется, это как ругать приход зимы или, весне-то все рады, или осени, да, весне и лету все рады, а зиме не очень. Так уж повелось. Пушкинская Татьяна, конечно, зиму любила очень, но писала по-французски. А Татьяна русской душой, наверное, любила русскую зиму. Не знаю почему. Но не все любят зиму. И ждать это то, что меняется помимо нашей воли. Мы никак не можем на это повлиять. Ни вы, ни мы, ни критики, ни кто-то, ни режиссеры большие. Даже если режиссер исповедует эту веру интерпретационного театра, он же все равно продолжает убеждать, потому что интерпретационный театр всегда все равно дает очень много актеров. Это очень интересно наблюдать за исполнительским искусством. В современном, в новом театре, который отзывчив на ту оптику, о которой говорила, например, Оксана,
в принципе, актер может быть зритель, или актера может не быть, или роль актера может быть сведена, ну, то есть функции и роли актера в спектакле может быть принципиально иными. Это тоже ни хорошо, ни плохо. Всегда есть некий традиционный театр, куда вы можете пойти отдохнуть душой, если вам не интересно блуждать по вот этим лабиринтам и натыкаться на тупики, потому что, ну, что такое эксперимент в театре? Это поиск нового театрального языка, а иногда, как правило, это оборачивается поиском находки нового театрального косноязычия. Но, тем не менее, те прорывы, которые осуществляются на этом поле, они все равно компенсируют все те ошибки, которые на нем случаются. И это неизбежный путь. Так кто же сегодня открывает новые имена в драматургии и насколько это влияет на современный театральный процесс? Ну, кратко, буквально в 3 словах об истории драматургии в позднем Советском Союзе и в ранней Российской Федерации. Так произошло, что, в общем-то, несмотря на все войны, революции, идеологические барьеры и прочее, в Советском Союзе был очень сильный театр. Это как бы, ну, неоспоримо. Хотя очень много мимо советского театра прошло, и все формальные поиски, в общем-то, по части западноевропейского театра остались, поэтому до сих пор мы иногда, ну что это такое, Фабр, ну что это такое, Уилсон, ну что это за плохой спектакль сказки Пушкина в Театре нации? Ну что это за Пушкин? Да Уилсону 33 раза наплевать на Пушкина, да? Он ставит не Пушкина, он, в общем-то, делает для вас некую цветовую, звуковую, визуальную партитуру, чего-то своего, выстраивает какие-то атмосферные очень вещи. И, ну, мне лично спектакль, например, нравится, но я понимаю, что чем он может кому-то не понравиться. Вот он так. Но, в принципе, все эти формальные поиски у нас же были очень резко прерваны, хотя у нас они и начались. У нас был Вахтангов, у нас был Мирхольд, у нас был Таиров, 3 мощнейшие фигуры формального театра первой половины 20 века. Ну, был, конечно, ну, может быть, там, о немецком экспрессионизме, о поисках, опять-таки, до революции, до гражданской войны в Испании очень интересный был театр. И находится новое клише для того, что будет происходить. Называется стиль, которому теперь должны все соответствовать, социалистического реализма. А что лежит в основе социалистического реализма? Показывать жизнь не такой, какая она есть, в ее плюсах и минусах, а показывать жизнь такой, какая она должна быть в соответствии с генеральной линией партии. Более того, после постановок в 1935 году «Врагов» Горького, именно МХАТ, МХАТ в 20-е годы громят и справа, и слева, то есть громит и РАП, и левая критика, левый фронт. И не случайно, да, Маяковский пишет про Мани Вань, там, ну что, типа, этот театр устарел. Очень пренебрежительно и очень так об этом театре психологически, что театр должен быть другой. И сам пишет 2 чудовищные, на мой взгляд, пьесы, но прекрасные в том плане, в том контексте, в каком они были написаны, Баня и Глоб, да. Пишет совершенно другие. А все это кончается. Маяковский ведь стреляется не из-за какой-то там несчастной любви. Ну, разбилась там лодка, а ты разбилась. На самом деле это предчувствие какой-то очень большой беды и разочарования в деле, ради которого ты встал, ну, я себя смирял, становясь, на горло собственной песни. Смирял, писал о шурупах, о гвоздях, о нехватке спичек в магазинах, громил, в общем-то, поставил лиру на службу памфлету. Подчинил свой творческий процесс подчинил каким-то задачам очень конкретным. И он чувствовал разочарование. Конечно, он стреляется не из-за какой-то там этой, жены Яншина, да? Никакая не Елена, какая Елена. Последняя его девушка, женщина, она была замужем за актером Яншиным, Полонская. Именно она была перед тем, как он... Просто в день моего рождения происходило, я хорошо 14 апреля, 14-15 апреля. И
И вот эти все ставятся враги Владимира Ивановича Немировича дальше МХАТа, система МХАТа становится доминирующей. Несмотря и весь сталинский период, весь поздний ампир, театр становится все менее и менее интересен. Театр все меньше и меньше. Я изучал специальные отчеты по Казанскому театру, по финансовые отчеты. Да? Это очень интересная картина, потому что отток зрителя. И именно тогда начинают водить всяких курсантов. Я вот помню в театре Качалова, когда-то очень давно, на заре 80-х, 82-й год, шла пьеса Диаса Валиева об Усак Жалиеве. И вот я пришел, я испугался. Деникс, точно. Я испугался, там весь зал был заполнен курсантами. То ли танковый, то ли артиллерист, может, или оба училища. И то же самое творилось по всей... Но это уже как бы последний отголоски, потому что тогда это просто такое совпадение. Может быть, просто культурный план. Ну, просто театры привыкли. Никто не водил этих красноармейцев, а это же надо, водили красноармейцев. Потому что смотреть было невозможно. Это нужно, с другой стороны, понимаешь, что их надо стирать. В памяти должна оставаться только театральные рецензии, только какие-то воспоминания, какие-то мифы. Именно ими жив театр всегда. Потому что, когда включаешь, например, запись какого-нибудь МХАТа, там, каких-нибудь там 40-х, 50-х, 60-х годов, думаешь, вот это что, вот эти великие артисты, вот так они играют, вычурно, помпезно, как Василий Андреевич Каратыгин, по мнению Виссариона Григорьевича Белинского. Нет, нельзя возвращаться к прошлым эпохам, но все равно тогдашние актеры, они, конечно, не могли так естественно, потому что там определенная школа, опять-таки, Товстоноговский театр, где все равно эти традиции пестовались. На новом витке Товстоногов решил не бороться с генеральной этой линией, а настолько усовершенствовать язык системы Станиславского, что можно говорить совершенно о неком переоткрытии ее, возможно. Были еще режиссеры этого же метода, но они менее заметны. Ну, то есть, был Юрий Любимов, который пошел по пути. Это я все тоже схематично, все тоже. Если когда ты начинаешь копать мясо, ты понимаешь, что ничто не укладывается в схему. Но тогда невозможно вообще ничего объяснить, невозможно ни о чем говорить, невозможно читать лекции, невозможно публично выступать перед людьми, потому что все не похоже на все. И очень, а в результате, даже изучив все это мясо, ты все равно придешь к тому, что опровергнешь старые схемы, но породишь свои собственные новые, которые также не будут универсальны. Вот это, наверное, ключевое разочарование современной философии. И почему, собственно, Делез и Гваттари выдвинули эту идею резону, да, грибницы смыслов? Потому что невозможно в линейный поток мысленный уложить всю сложность. Но мы с вами ограничены, по крайней мере, временем, и поэтому я скажу... Про слово начала говорить. Так я вернусь. Так вот, как будто условно там считается таким последователем Мирхольда, формального метода, и была некая равнодействующая Анатолий Васильевич Чепрас, который как бы объяснял увидеть тенденции. Но все они ставили, да вот, Слава прекрасно, в таком ключе, как будто на дворе 37-й год действительно искренние актеры, Нина Усатова, там, замечательно, там, значит, Василий Реутов, там, просто, они все как бы очень честно, и там Усатова выходит, говорит, он сын, проставлен, он сын трудового народа, а я трудового народа дочь. Вот так вот. И ползала, не ползала, 2/3 зала, таких достаточно пожилых людей, таких, что-то не товстоноговской такой публики, чуть ли не встает и начинает дико аплодировать в этом месте. Да, это тот эффект, который считал режиссер, он именно манипулятор сознанием, и именно поэтому, потому что так нельзя,
сказать, вот мне кажется, есть люди, в целом люди по их отношению к искусству делятся на две. На самом деле категорий очень много, бесчисленное множество, сколько людей, столько мнений и категорий, две большие категории по отношению к искусству людей. Одни считают, что эстетика важнее этики, другие считают наоборот. Понимаете, о чем? И в этот момент вот экспертный совет, в котором я тогда входил и возглавлял его Дин Натан Годор, замечательный театральный критик, театровед блестящий, мы пришли к выводу коллегиальным путем, мы пришли к выводу, что мы не можем номинировать этот спектакль именно по этическим соображениям. Хотя, с точки зрения искусства, он, безусловно, не просто заслуживал быть в списке номинантов «Золотой маски», но и наверняка бы что-то получил, по крайней мере, актерские работы. Но мы не сочли для себя возможным, был скандал такой небольшой. Оксана говорит о репутациях, а я говорю, все-таки я человек старой закалки, я считаю, что любой скандал на 3 дня теперь, раз есть интернет. Все забыли. Раньше все-таки, мне кажется, репутационные риски были серьезнее. То есть мы что мы сделали? Мы предали искусство мы предали эстетику ради этоса, ради какой-то мнимой, может быть, мысли о своей сверхчувствительности, сверхпорядочности. Может быть, мы совершили ошибку, я постоянно возвращаюсь к тому заседанию нашего совета, время от времени думаю, не совершили ли мы ошибку. Иногда мне кажется, что да. Но тем не менее, все равно, что в искусстве? Лени Рифеншталь гениальный режиссер, или все-таки она проводник фашистских идеологем? Как к этому относиться? Как относиться к позднему творчеству Кнута Гамсена, моего любимого писателя? Как относиться к антисемитизму Селина? Да? Вопросы, на которые у меня нет ответа для вас. Я просто сам иногда, то есть я очень люблю Селина, но я не могу, когда он, прекрасно пишет о Советском Союзе в 1936 году здесь, да, но побывал о гинекологии, он же врач Селин, причем гинеколог, и он описывает, как осуществлялся прием в советском гинекологическом кабинете, как врач не мыл руки после одной. Но это так прекрасно описано. И как мне с этим жить? Это постоянно, ты постоянно человек, который имеешь какое-то отношение к искусству, какой-то экспертной оценке искусства, какому-то, такому мысли, постоянно ты все равно находишься в диалоге сам с собой по поводу того или иного спектакля, пьесы. Это моя пожизненная, это и счастье мое, наверное, и ноша. И ты все время все-таки для себя решаешь этот вопрос. Что для тебя важнее, эстетика или этика? И поэтому очень многие, формальные эксперименты, они прошли мимо советского театра и начали ставить, по крайней мере, более-менее живых драматургов после оттепели, да. И понимаете, Товстоногов, например, все-таки Товстоногов поставил Володина, возник феномен Виктора Розова, возникла драматургия, более или менее апеллирующая к человеческому началу. Ведь пьесы 40-х годов, их читать невозможно, все эти «Зеленые улицы», сам Константин Симонов нещадно, у него есть книга мемуаров, как это называется, «От лица человека моего поколения», как кажется, да? Нет? «Глазами человека моего поколения» называется такая книжка мемуаров. Он написал ее, не закончил перед самой смертью, начал ее писать. Когда ему поставили диагноз рак желудка или рак легкого, я сейчас не помню. В общем, когда ему сказали, что у него остается 1 год примерно жизни, год или чуть больше, он сделал 2 вещи. Он попросил развеять свой прах над полем под Могилевым, где он в составе 26-й дивизии встретил. В общем, там дивизия вся полегла, но на 3 дня задержала захват Минска немецкими войсками. И, в общем, там действительно героизм, который прошел тогда совершенно незамечен. Но вы знаете, да, в первые годы войны мало кого награждали. Это потом уже посыпался череда всяких наград. И начал писать книгу мемуаров, он должен был писать 4-ю часть, хотел сказать, «Хождение по мукам», на самом деле, как она там называется, трилогия, да? «Живые и мертвые», да. «Живые и мертвые» — 2-я часть, 1-я там такая
И последняя часть называется «Последнее лето», а в 1944 году. Там совершенно не развязан, но он же абсолютно в линейной парадигме. Сюжетный пребывающий автор, конечно, соцреалист, и он должен был закончить книжку, потому что там непонятно, как судьба Сенцова и его, значит, этих двух жен сложится, жива ли там Вера, не жива ли там Вера, будет с ним Нина, не будет с ним Нина. В общем, это все как бы осталось. Он хотел писать четвертую часть, и по сохранившимся наброскам кажется, что это очень давно могло бы. Но он начал писать глазами человека нового поколения, и там очень честно ругает себя за свою такую антишпионскую пьесу. Что называлось? После ковида стало вылетать много из памяти. «Чужая тень». Пьеса «Чужая тень», она шла везде. «Чужая тень» — это что? Это значит, некий научно-исследовательский советский институт разрабатывает какие-то очень важные, там я о чем всерьез не говорю, ну, как конкретно не называется, ведет некий важный научный проект для обороны страны, и тут втирается в доверие, в общем, американский шпион, или как какой-то день. И он очень ругался из этой пьесы, потому что, в общем-то, как бы действительно. А такие пьесы были все. И, судя, вот я изучал действительно театр Камал, театр Качалова, финансовые документы там за 49-52 год, например. Там очень я видел, как меняется пропорция коммерческого зрителя на зрителя социального. То есть эти курсанты — это социальный зритель. Его нагнали. Пенсионеры, курсанты. Как бы, у нас же любят директора театров хвастаться полными залами. Не всегда полный зал отвечает коммерческому исполнению. Ну, как бы, она коррелирует, безусловно, но когда ты видишь, что в зале, например, там каком-нибудь современном спектакле сидит в основном пенсионерская публика, ты понимаешь, что как бы, эти люди пришли бесплатно. Или эти люди пришли за счет там каких-то вот спонсорской поддержки, или это как организованы какие-то предприятия. Это все как бы тоже важно, но это ты понимаешь, что не так. Отток пошел, отток. Татарский театр просто катастрофически стал, поскольку перестреляли еще же всех драматургов до войны. И тех, кого мы перестреляли, те, конечно, боялись шаг влево, шаг вправо. Наки Сандар, за его пьесу «Джамал», которая написана, начало называлась «Джамал», и была написана в 1944 году, из-за Идыгей эпос, его, ну, как бы, чуть второй раз не репрессировали. И, конечно, все боялись поднять голову, и писали так, как писали все, плохо. Так, слушайте, я ничего не успею сказать. Я что-то про историю. Ну, в общем, рот, потом, в общем, они тихонечко проникали на сцену более-менее нормальные авторы, появился Петрушевский и так далее. Но все это были достаточно классические тексты, даже Петрушевский, не буду разбирать их феномен. Все это как бы нормально вклинилось в 90-е годы. В 90-е годы началась театральная паника. Почему? Ну, потому что все жили очень плохо, а культура всегда страдает первой, потому что без культуры, как считают наши руководители, считают, человек может обойтись. Без хлеба он может обойтись, не может обойтись, а без зрелищ может. Поэтому все такое отношение. Остаточному пыль. И где-то в 94-95 году стало совершенно очевидно, что спасет театр только какая-то коммерческая драматургия. Все приняли ставить каких-то, значит, итальянцев, а поскольку, ну, как бы, советский драматург, он служит высоким идеям, они не могли писать там просто о том, как об Эдюльтере, например. Ну что? Я читал такие заседания, где муж же нет, да как мы можем советскому зрителю такое показывать? Да что вы, говорит, как вы? Значит, я написал пьесу по протоколам художественных советов в театре имени Камала, а Женя Беркович ее поставил. Да? Это дико смешное было зрелище. Причем оно было на плохом русском языке специально, потому что документы все писались, оформлялись на русском, потому что 3 копии шли, одна, значит, в обком партии, одна в Минкульт, одна в КГБ. И поэтому все там, это было дико смешно, и Женя нашла ход. То есть все на ломаном русском говорят, когда вот читают эти, зачитывают, а когда между ними, значит, все говорят по-татарски. Это было смешно, и правда все смеялись, мы все узнавали, но решили мы все-таки в репертуар не включать такое произведение, поскольку оно очень сильно обнажало и день сегодня, и вообще все, то, чем живет театр. Да? Я все время анекдот вспоминаю про одного режиссера, который драматург, напиши мне, драматург же без работы очень часто, напиши мне там пьесу на Новый год. И там написал там зайчики или клюшки какие-то, зверушки. Ты слушай, и тут, ну как тебе пьеса? Понравилось? Ну, да, понравилось. Будешь ставить? Буду. Только знаешь, а что изменишь? Поменяй мне лисичку на белочку.
Ты слова можешь оставить, просто пусть это будет. Почему? А че, ты знаешь, у нас говорит, с прошлого Нового года костюм белочки сохранился, а лисичку сейчас шить надо. Вот. И в театре очень многое определяется вот именно этим, сегодняшним повременным каким-то мясом дней, плотью нашей жизни. А плоть наша бывает и дурно пахнет, и иногда там не мыто, не брито, и с ней разное происходит. И вот это все несет в себе все равно театр, как отражающий, как зеркало, которое отражает мир с обеих сторон, по обе стороны. Он отражает и мир театра, и он отражает мир человеческий. Как мне кажется. Это не истина, это просто моя точка зрения. Вот. И, значит, 90-й год какое-то бурление. Но истинный рассвет какой-то новой драматургии пришелся на конец 90-х. То есть были отдельные имена, там, Елена Гремина, Михаил Гаров. Именно эти люди создадут в начале 2000-2002 году создадут театр ДОК, который станет основным поставщиком и, собственно, основным потребителем новой драматургии. И до сих пор еще, хотя вот последние годы мы наблюдаем мы наблюдаем я наблюдаю некое счастье, проникновение современной драматургии на такие достаточно традиционные в своем репертуарном пристрастии сцены, все равно еще всю эту драматургию можно охарактеризовать, к сожалению или к счастью, я не знаю, можно охарактеризовать как, ну не то что драматургию короткого дыхания, а драматургии, которая осознанно пишется под какие-то маленькие зайчики, подвальчики. Она писалась под ДОК, она писалась под театр, да? Это Центр современной драматургии в Екатеринбурге, Калиды. Она писала. Стали возникать постепенно в разных городах России такие центры современной режиссуры драматургии, где режиссеры, которых не пускали ставить в большие театры, ставили пьесы драматургов, за которые не брались большие театры. И то ли автоматически, то ли само по себе, все творчество, очень большое творчество, очень большой сегмент вот этого потока, дрампотока, а в нем уже можно выделить и лидеров, в нем уже можно выделить людей, которые остались в той эпохе, чьи пьесы остались в той эпохе. Есть, например, пьесы, которые останутся, наверное, навсегда, пока на какое-то время, ну, все не вечно, будут с нами какое-то время, и драматурги, и авторы этих пьес живы, но сами драматурги сегодня уже превратились в тыквы. С этим, как драматург превращается в тыкву? Он начинает писать говносериалы, и так превращается в тыкву. Либо он просто исчерпывает свой некий творческий потенциал. По-разному происходит с людьми, но сегодня уже сегодня уже не курочки, там, не являются драматургами, от которых ждут в первую очередь современных пьес. Вот. И потом, значит, явился, не случайно назвал Юрий Клавдиев, единственный вообще представитель, это вообще, кстати, характерно для тольяттинской школы, как известно, у нас, скажем так, было 3 последовательных школы: московская, екатеринбургская, тольяттинская, и сейчас вот благодаря стараниям Натальи Скороход появилась питерская школа, там всякие Настя Букреева, Галя Молчал по субботам и все остальное, хорошего. Вот. Вот для тольяттинской школы, как ни странно, характерно мышление больших категориями большой сцены. Что я понимаю под категориями большой сцены, да? Это заложено в реплике. Это заложено в длинноте и краткости реплики. Я вот так не мешал Оксане Валерьевне. Ты на нашей лекции не был. И спас тем самым вас от интересного разговора. Да месть тебе, знаешь за что. Женщина всегда Извини, только за одно мужчину. Извини, За невнимание. Продолжай. Поэтому вот это вот домашнее насилие. Бить можно женщину, насиловать ее можно, бить ее ребенка, унижать, но не только не проявлять невнимания. Вот только ты выказал равнодушие, все, ты стал врагом. К сожалению, это многих развращает. И понимаете, в чем дело, да? Краткость реплики, да, например. Вот есть реплика, есть пьеса, написанная на манер древнегреческого агон, да? Агон — это прием, который
значит, заявлено у Аристофана впервые. Это короткие реплики, работающие на опережение. И даже у Шекспира это есть, потому что в классической школе изучали Аристофана, понимаете? Шекспир читал Аристофана, это доказано, да? Рядом исследований. Значит, у него есть там «Из чрева матери до срока был вырезан Макдув». Тогда, да. То есть там вот, и это совершенно ритм боя на мечах. То есть есть короткий ритм, но если нет каких-то более или менее пространных монологов, ты не звучит. А так, Вася, ты пришел, да, помыл посуду. Это можно сыграть на кухне, в принципе, и посмотреть на какую-нибудь стандартной хрущевской кухне. Двое играют, 5 рассмотрят. Как все это происходит, да, если кто-то когда-то был на фестивале «Любимовка», который, в общем, такой же один из лучших, крутейших фестивалей драматургии в мире, но там как бы люди сидят друг у друга на голове. В буквальном смысле. Буквально. В маленький этот зальчик набивается, хотя начиналось все, я помню фотографии первых любимых, начиналось все, собственно, драматурги слушали драматургов. Режиссерам они на тот момент были неинтересны, когда все это началось. Режиссером тогда был интересен, еще Куни не перевели тогда, первый перевод Куни, это 96-й год на русский язык. Но как бы был Поляков тогда, ставили его, был этот Гуркин, был, была же такая советская, полусоветская переходного периода хорошо сделанная пьеса. Или плохо сделанная, но пошлая и задорная, на которую считалось пойдет зритель. Вот. Ну, не будем в 90-е больше возвращаться, они мрачно, говорит нам наш президент. Поэтому мы будем смотреть в светлое будущее, в нулевые годы. И возник этот феномен пьесы, которую просто невозможно поставить, скорее всего, или нужно искать какой-то совершенно новый язык. И нужно, я не рассчитал, я как-то на час, что немножко дольше рассчитал. Очень важно, чтобы театр, почему важно, чтобы театр ставил современную пьесу со всем комплексом плюсов и недостатков, со всем комплексом тех погрешностей, почему нужно постоянно обращаться к современной драматургии? Потому что, мне кажется, это очевидно, да? Театр заинтерпретирован сегодня до дыр. В каких-то театрах, например, которые я хорошо знаю, например, вот они говорят, мы будем ставить в следующем сезоне Отелло. Ты уже понимаешь, кто будет играть Отелло, кто Дездемону, кто Яго, кто Корягу. Ты понимаешь, кто, значит, будет играть то, и понимаешь примерно, в каком стиле это все будет выпущено. И какая мысль в это все будет заложена. Да? Ты идешь потом, желательно, конечно, туда не ходить, но если ты туда идешь, ты как бы понимаешь, что ты был прав, и очередной раз от этого совсем не радостно. Потому что это становится слишком просто. Это один момент. Здесь же новая тема, совершенно новый язык, нового драматурга предлагает совершенно... Он ставит театр, он действительно выдергивает театр из этой прекрасной зоны комфорта. Потому что театр — это уникальное место, где можно десятилетиями ничего не делать и под видом кипучей творческой деятельности. Как бы вроде что-то происходит, а на самом деле как бы хрень собачья. Что-то происходит, бойко, вот люди ходят, а детям нравится, говорят, а зрителю нравится. Наш главный критик, зритель, говорят такие театры, устами своих руководителей. Тут уж не поспоришь. Действительно, зритель — это важная часть любого театра и спектакля. Но как бы есть еще какие-то другие вещи. И вот в какой-то момент появился очень интересный драматург в какой-то момент, Ярослава Полинович. Может быть, она была немного лучше других в какой-то момент, особенно когда начинала. Но у нее был достаточно серьезный покровитель и продюсер, да? Поэтому ее очень скоро начали ставить, она очень скоро стала самым популярным молодым драматургом, современным драматургом России. Но уже где-то лет 5-6 назад началось немножко такое утихание интереса к творчеству Ярослава, что обидно, потому что именно сейчас, как мне кажется, он создает самые интересные свои пьесы. Но как бы практически в России не осталось театра, где не была бы поставлена Жанна, где не поставлена «Земля Эльзы», где нет Наташиной мечты. Уж с Наташиными мечтами это просто не горюй, потому что, актрисы всегда сидят без дела. Пьеса сегодня, тот тип театрального языка, который сегодня исповедуется большинством театров, он не предполагает прямого возрастного совпадения героини с исполнителем. И что актрисе 40 лет, они как раз играть нечего. С 40 до 50 лет это просто до 6. То есть, опять-таки, смотря какой актрисе. Но если актриса сидит, была героиней молодой, ей в
45-50, кто как стареет. Ей, конечно, особенно становится тяжело, потому что ей больше не дают Жюльет, а на комическую старуху ей еще рано как бы претендовать. И о серьезных драматических, ведь смотрите, какой подарок устроил, например, режиссер Дима Априш Бугульминскому театру. 5 разноплановых, интересных женских ролей, в которых может быть занята актриса любого возраста. Ну, такая стилистика. Это же счастье. Или там, почему все ставят эту, да ненавидят, ну, все эти курсы. Самая часто встречающаяся пьеса на дипломных показах актерских всяких вузах и СУЗах — это «Дом Бернарда». Почему? Штанов нет. На курсе. Надо. Сейчас написала наша соотечественница, наша, сейчас она живет в Москве, кажется. Как ее называют там, это, Дунькина дача, как ее? Дунькина дача Гумерова. Гумерова, да. Написала там тоже куча женских ролей. Ну, пьес. 6, 7. Ну, 7, да, с хозяйкой. Тоже с нетривиальным сюжетом, с интересным сюжетом, правда, немножко сопливым финалом, но ну, такая крепкая пьеса. И вот ее сейчас, понимаете, и Наташа Мечта. Она угадала, в чем феномен Пулинович. Она впервые появился драматург, который сначала пошел в театр, а потом написал пьесу. Потому что все эти драматурги Уральской школы, ученики Калиды первого там замеса, типа Васи Сигарева, типа, значит, там Олега Багаева и других, они гордились тем, что они в театре впервые побывали на своих собственных премьерах, на премьерах их пьес. И казалось, ой, какие молодцы, вот ведь от народа, от сахи, может быть. Тем более у них еще места рождения такие все экзотические. Вот, например, Вася Сигарев родился в Нижней Талде. Ну, что вам говорит это место, да, название? Верхний Салде. А? Верхний Салде. Верхний Салде, Нижний, да, прости, да. Разницы никакой, понимаешь, потому что все равно никто не знает, да. Все равно не полезут. Ну, это, я там не был, правда, в Верхней Салде, но я догадываюсь, я был в нескольких небольших уральских поселках рабочего плана. Вот. И она как-то очень... И впервые появился драматург, который, в общем-то, решил посмотреть, а что же, в принципе, идет в театрах, и чего же не хватает. И у нее все получилось. Сегодня самым популярным драматургом, это статистика официальная, я не помню, кто и где ее публиковал, сейчас не могу сослаться, если бы я писал какую-то статью, я бы, конечно, позыркал. А так вам скажу, прошу мне поверить. Сегодня самым популярным драматургом является кто? Отгадайте. Современным российским. Калида. Кто сейчас ставит Калиду? Ну, я вам отвечал. Кто ставит Калиду? Калида уже давно не драматург, уже это все понятно. Это как раз вот Калиду ставят, ну, как бы, либо, ну как, ну. Да, женщину ставят. Бабу Шанель, еще. Ну, ставят, но это как бы в театрах лидер, скажем так, в театрах, формирующих некие общественное мнение, Калида не идет давно. Нет, не Калида, конечно. Кто сегодня, ну, сформулирую по-другому, как вы думаете, пьесы какого автора сегодня ставят наибольшее число театров и названий? Надежда Стоева, к вам вопрос. Как ты думаешь? Ну, угадай. Не знаю, только Горку написал. А? Кто Горку написал? Житковский. Почти. Все-таки он скоро ее перегонит, но сейчас пока на первом месте Юлия Тупикина. Автор не самый лучший, не самый гениальный драматург, но человек, который очень чуток к театральной конъюнктуре. А чего в театре нет? А нет социальной пьесы о подростках, о буллинге. Вот тебе, пожалуйста, фототоплес это Наташа Блок, да. Нет, как у нее пьеса про абьюз-то? Ну, Буинский ее еще поставил, Чат Путина. Черт. Просто вылетел из головы. Ну вот есть у нее там пьеса для пожилой актрисы, это вообще мечта, бар называется, про бабушку. Бабушка приехала в город большой и учит внучку, как жить. Театр комедии поставили. Ну, раз поставил театр комедии в Петербурге, по-моему, Татьяна сама ставила, да? Ну все, это как бы это уже диагноз. Это значит, драматург становится популярным. И вот боится воды, что ли? Нет, никакая не Офелия. Какая Буинский шла.
Не Жульетта выжила, нет, не. Про подростков, ну девушка. До выдоха. Маш, что ли? До выдоха. До- До выдоха, да, до выдоха. Господи. Ну не важно. То есть даже Я нет, что ты против. и не даже там, что ну просто как бы город, вот, что происходит, какой феномен наблюдается, интересно, зачем я наблюдаю. Совсем недавно, каких-то там несколько лет назад, современная драматургия, она чуралась большой сцены, чуралась каких-то, ну, хорошим тоном было писать для души пьесы и зарабатывать на жизнь написанием киносериалов. Все. Сегодня, как мы наблюдаем другую картину, драматурги уже, каждая новая генерация, она приносит какие-то свои новые идеи. Драматурги не стесняются посмотреть правде в глаза, собственно, а что нужно театру? Театрам всегда нужна некая конъюнктура, и это нормально. Театр всегда жив конъюнктурой просто потому, что он по-другому жить не может. Он не может, есть какие-то отдельные коллективы, которые живут творчески только поиском, но это тоже поиск, как правило, связан с конъюнктурой, просто на другом поле. У них разные зрители, у них разные масштабы залов. Ну, представьте себе зал на 1000 мест и зал на 30 мест. В общем-то, понятно, да, что зал на 30 мест будет заполнен в 30 раз быстрее. Просто априори. Вот. И появились режиссеры, которые действительно несут свет современной драматургии, лучшие пьесы, большие сцены, малые сцены. Ну, я тут, понимаете, я не делю большое, малое, это плохо, большое, хорошо, это не так. Просто в какой-то момент их начали ставить на малый. Ну, что такое малая сцена, да? Ты тут меньше рискуешь. На малую сцену обычно зовут, значит, молодых режиссеров, неопытных, полноопытных дебютантов, и, в общем, берут какие-то такие странные пьесы. Ну, потому что, если получится, будет классно, мы потом этот опыт продолжим на большой сцене. Не получится, значит, ну, не так уж были большие затраты. А работать-то всем же хочется творчески, ну, как бы, достаточно, хотя не всем, не всем. Нет, правда, не всем. Многим не хочется работать, но те, кому хотя бы как-то хочется работать, они как бы малость. Вот. А сегодня уже проникают, не говоря о том, что на большие сцены стали активно проникать молодые режиссеры, но здесь я вижу только одну тенденцию, и мог ли я предположить, что на склоне лет моим любимым журналистом, публицистом станет Александр Невзоров, и что я буду вот говорить о том, что что я сейчас говорю? Почему Невзоров? Мог ли я предположить, что на склоне лет, что я что буду хвалить кого? Невзоров, понятно, хвалится. Уже их забыли. В театральном смысле. Бог с ним, давайте эту мысль я не завершу, пожалуй. Вот. То есть, партию «Единая Россия» за гранты по программе «Культура малых городов» и «Театры дети». Понимаете? Потому что это дало деньги тем театрам, которые действительно хотят искать что-то. Вот на самом деле гораздо менее поворотливые большие академические театры в миллионных городах. Вот куда ни глянь, везде, что Казань, что Нижний, что там Саратов какой-нибудь, что Самара. Мы видим примерно одну картину. А заключается она в том, что люди как бы боятся рисковать. Боятся рисковать, в том числе Алла. Театры боятся рисковать. Дальше. Да, театр боятся рисковать, потому что рискуют большой аудиторией, наработанной практикой зрительских аншлагов. А вот театры малых городов, там, ну, например, какой-нибудь театр, там, Верхний Уфалей, да, или там Буинск, или там Мензелинск, если будет к нам ближе, да, они сыграли, вот у них что ни, ну, оживи, там, не Крошев поставить спектакль, или там, я не знаю, Желтока они пригласят, а это вполне вероятно, учитывая протеизм Раисы Садриева, или там Женовача, все может быть. Да, какой бы там гениальности спектакля не был, или какой бездарности, потому что там разные иногда появляются. Они 4 раза покажут любой спектакль, и все. Ну, 5 раз. Но Зифу Кадырову показали 8 раз. Ну, кто не в курсе, это такой самый популярный автор таких женских слезливых мелодраматических романов на татарском.
Нет, это не Дарья Донцова детективщица, а это про женскую судьбу. Все-таки Кадырову я повыше ценю, чем Донцову. Донцова это как бы для чтения в поездах, а Кадырову многие женщины, ну как бы людей не разных вкусов, ее читают, ну нормально. Не сработает. Сейчас читаю же Дину Рубин, как бы, да? Я просто вот в связи с Буинском, вы посмотрели Тургенева, Да, барыня. да, Вы говорите, ну вот они 4 раза сыграют, да, им все равно. да. Что действительно все равно. Это же тогда плохо. В каком смысле? Я к вопросу о том, что вот этот спектакль, ну это просто алмаз какой-то. Вот я давно не видела вообще вот таких. Хороший спектакль? Вот замечательный. Ну, я рад. Я познакомил театр с этим режиссером. Слушайте, ну просто поразительно. Да, нет, играют 4 раза на стационаре, а дальше садятся на колеса. И все. И таких театров большинство, а на Он колесах... имеет в виду, что 4 раза все посмотрят в Да, городе и больше... в городе исчерпается театральная Это публика. же Буинск. Через год можно показать там 16-15 Нет, я поняла, что это связано с количеством людей, проживающих в Буинске. Да. Понимаете? И повторных приходов, ну, в общем, понятно, да? И малые города не так и живут. Ну, это не обязательно, что в Республике Татарстан. Очень хорошие спектакли. Вот Надия такая, Кубайла, российский режиссер с иорданскими корнями, поставил замечательный спектакль вот, «Верхний Муфалей», например. Я думаю, там такая же ситуация со зрителями. Куда там деваться? Никуда. А здесь еще ладно, у нас деревни есть татарские, а там-то на Урале сложно с этим, как рассказывает мой друг и учитель Олег Лаевский. В свое время Свердловский ТЮЗ выполнял план, ну, все должны были ездить в другие города не Свердловский, где он работал, в этом. Нет, в где он работал. Нет, понятно. Кемерово. Там нет деревень вокруг, там только зоны. И вот они выполняли этот план прокатный по зонам. И, конечно, это особая песня, про это можно говорить часами. Грустная история. Разные, как у Довлатова, знаете, там в зоне описывается там постановка спектакля, но там тоже там смех сквозь слезы, наоборот. Друзья, я сейчас уже завершу. То есть, к чему я вас не то чтобы призываю, сегодня главная мысль, из-за чего я решил что-то там потявкать вам, на самом деле, мне кажется, посмотрим, сбудется ли мой прогноз или нет, сегодня в России наблюдается настоящий бум современной пьесы, он охватывает не только авторов, пишущих на русском языке, он захлестнул в свою орбиту и многие национальные республики, в частности в Бурятии, в Татарстане, в Башкортостане, наблюдается бум национальной драматургии, молодежь приходит, начинает что-то хотя бы писать, естественно, есть определенные силы, типа меня, которые очень много прикладывают усилий для того, чтобы это все осуществилось. Ну, у каждого свой некий там модератор этого процесса, но драйвер. Есть там Алия Яхин, например, замечательная, Зинур Сулейманов в Уфе. Я знаю людей, которые там, Цепелма, там, например, Петров, как Чиров занимается этим в Бурятии. Есть люди, да, но тем не менее, как бы это все в орбиту захлестнулось, и наблюдается некий бум, некая абсолютно история написания пьес, людьми, которые, в общем-то, решили пойти в театр. И знают немножко театр изнутри, снаружи, и сбоку, и слева. И тем самым удовлетворяют запросы театра, потому что это тоже слишком экзотические решения и слишком... вот, с точки зрения, вот сколько огромное количество авторов, но мы же понимаем, что любая драматургия, вообще любая художественная деятельность, она может меняться в двух планах всего лишь. Она меняется либо тематически, либо структурно. Понимаете, вот можно сказать, что структурно древние греки, Эсхил, Софокл, другие товарищи, Лепит, они изменили структуру, ну, Эсхил прежде всего. Мало того, что каждый из них менял структуру своего предшественника, Софокла и Эсхила, а Лепит структуру менял Софокла и Эсхила, соответственно. Но они еще как бы изменили структуру эпоса, из которого, собственно, в общем-то, как нарративное начало это эпос, это Илиада и Одиссея, из которого вырос древнегреческий театр. Они меняли структуру. Дальше мы смотрим Шекспир. В чем заслуга Шекспира? Почему все знают Шекспира и почему мало кто знает Кристофера Марла? Ну, как бы, просто потому что
что теперь меняет структуру. Что такое структура? Да, это не форма, это не только форма, это связанное с формой изменения неких субстанциональных начал драматургии. Ну, например, тип конфликта меняется. Тип конфликта очень важен. Сейчас мы говорим о бесконфликтном, мы не будем сейчас говорить о бесконфликтной драматургии, которая сегодня, ну, так называемый постдраматический театр питает. Ну, весь классический театр строился на конфликте. И это как ролевая модель была так интересна философам, что все философы так или иначе отметились в своем отношении к теории драмы. И теория драмы, по сути, вообще не театроведческий предмет, по сути, да, дисциплина, поскольку она абсолютно философская, в сфере философии. И поэтому, например, прекрасно ориентирующиеся в вопросах философии, у нас написал книжку Ханс Тис Лемон, был не принят театроведческим сообществом, и Градская школа, в частности, его не приняла, покойный Юрий Михайлович Барбой и прочее. Все очень просто, потому что он не театровед, он философ. Вот книжка «Постдраматический театр», она не театроведческая. Может показать, что театроведческая, но она такая же театроведческая, как эстетика Гегеля в 4 томах. Или как критика, как его, понятно, что чистого разума, критика какого еще второй разум был. Там он пишет Канта о драматургии пьесы. То есть, понимаете, это было тесно связано и случайно, потому что такой ролевой модели, почему я говорю, театр изучает мир, мир изучает театр, это способ познания мира, а никакое не искусство, да? Я очень солидарен, в смысле, есть такой театровед Рима Павловна Кречетова, ей 100-500 лет, но она очень, в общем, пожилая женщина, прекрасная, но всем бы пожелать такой ясности ума, трезвости, оценок и просто умению формулировать какие-то важные для меня вещи. То есть она пишет, что театр это не искусство, это и больше, и меньше одновременно. Театр это не искусство. Я объясняю, почему, просто эту мысль, она есть в Фейсбуке, она очень современный человек, вы можете ее, как бы, если вам интересно, почему театр не искусство, обратиться к ней. Я лишь повторяю вслед, и я действительно с этим согласен. Театр, во всяком случае, в 21 веке театр это не искусство. Это не творческое самовыражение художника. Это не Женовач, не Жолоб. Это что-то другое. И что другое мы все учительно ищем, и все равно, пока мы полностью не отказались от пьесы как фундамента для спектакля, как основы для спектакля, мы должны изучать, брать иногда во многом несовершенные опусы и вообще я ко всему искусству, там, и не искусству, ко всему вам рекомендую относиться изначально, знаете, без четкой позиции сегодня, потому что да, нет, это все как-то, если ты не в состоянии сам себе ответить, нравится тебе или не нравится, ну, как бы для собственной психики, для собственного здоровья, для собственного счастья, восприми это лучше как плюс, чем как минус. И то же самое в искусстве. Если тебе что-то непонятно, или как-то тебе кажется слабым это произведение, постарайся настроить свою оптику на то, что, может быть, слабость это и есть сила. И есть, конечно, я имею в виду, когда ты действительно сталкиваешься с чем-то настоящим, чему ты не можешь найти объяснение, что-то не можешь атрибутировать, сформулировать для себя самого. Ну, масса же таких вещей, да. Если ты видишь что-то не похожее на что-то, скорее раскрой свои объятия, вдруг оно тебя тоже обнимет. Мне так кажется. И то же самое в драматургии, да. Есть откровенно графоманские, конечно, вещи, есть откровенная бездарность. Я говорю о том, что вас царапнуло, но вы не понимаете, чем вы думаете. Вот бы он еще там. Так получилось, когда появился единственный, почему я сейчас завершаю, абсолютно завершаю, почему я заговорил о тематике и о структуре. Потому что кто-то считает единственным, я считаю самым ярким, знаю еще 2-3 премьера все-таки, ну для меня, но это не устоявшееся мнение. Устоявшееся мнение, что единственным сегодня пишущим на русском языке пьесы драматургом, который изменяет структуру традиционную, является Павел Пришко. И, конечно же, его тексты, они не могут, ты не можешь пройти мимо них. Но когда они только появились, всем, я в том числе, давайте буду говорить за себя, я говорил, что что-то там классно, но что-то не хватает, как будто чего-то не хватает. И, конечно, пока я не увидел,
Я видел спектакль Угарова, который получил маску, да, этот, «Жизнь удалась». Я видел много, но Угаров для меня Пришко не раскрыл. А для меня Пришко раскрыл, конечно, неоднократно сегодня упомянутый Дмитрий Волкострелов, который, в общем-то, действительно нашел некий театральный эквивалент слову Пришко. И мне кажется, это здорово. То есть, вот смотрите, в принципе, в идеале каждый Чехов, потенциальный автор, должен дождаться своего режиссера Станиславского. Очень просто сегодня для какого-нибудь худрука или для очередного режиссера какого-нибудь театра сказать: ну давайте поставим там Пулинович, давайте поставим там Мишу Дурненкова, давайте поставим Юлию Тупикину, Лешу Житковского. Это все очень просто. Сложнее всего, ответственнее и правильнее, мне кажется, найти какого-то своего автора. Либо поставить того же Житковского так, чтобы на какое-то время, на каком-то пространстве закрыть все вопросы, чтобы уже другие театры не перестали относиться к его пьесам как к таким хорошо сделанным пьесам. Спасибо за внимание. Извините, что был не. Может быть, у вас есть какие-то